Добрый день, дорогие ребята! Приветствую вас на уроке русского языка. Сегодня предлагаю поработать под девизом «С малой удачи начинается большой успех». Я желаю вам всем успеха. Внимательно посмотрите на изображение. Мысленно зачеркните непарные согласные по твердости, мягкости. И вы узнаете слова. Какие непарные согласные по твердости, мягкости вы знаете? Ж, ш, ц, ч, щ, й. Что вы прочитали? Состав слова. Верно, это тема нашего урока. Мы с вами обобщим знания о морфемном составе слова и о роли каждой значимой части слова. Вспомните, когда мы употребляли это слово или где вы его слышали? Состав числа, состав поезда, состав лекарства. Что обозначает это слово? Все на свете из чего-нибудь состоит. Облака из капелек, лес из деревьев. Слова тоже сделаны из своего материала. Слово делится на части, как на дольки апельсин. И у каждой части слова есть свое название. Из далекой страны морфемика пришла телеграмма от ее жителей и правителей. Морфемика – это наука, которая изучает части слова. Как вы думаете, а кто живет в этой стране? Правильно, жители этой страны – части слова. Их называют еще морфемами. Давайте с ними познакомимся. Приставка, корень, окончание, суффикс. А управляет в этой стране правитель, состав слова. Это он нам прислал телеграмму, которую мы сейчас прочитаем. Вы поняли, что написано в телеграмме? Ничего невозможно прочитать. Совершенно ничего не понятно. Почему мы не смогли прочитать телеграмму? Да потому что все морфемы стоят не на своих местах. Давайте вспомним порядок расположения морфем в слове. Приставка, корень, суффикс, окончание. Надо срочно помочь морфемам. Они отвечают за полноту и лексическое богатство русского языка. Если их не вернуть на свои места, слова потеряют смысл. Готовы отправиться на помощь? Собирайте свой багаж знаний о частях слова и вперед. Посмотрите, что стало со страной. Сколько бед принес ураган. Сколько работы нам предстоит сделать. Нельзя терять ни минуты.
А чтобы им помочь, мы обязательно должны вспомнить, что мы о них знаем. Без какой части слова невозможно понять смысл слова? В каждом слове есть главная морфема, которая передает смысл слова. Это, конечно же, корень. Корень – это главная значимая часть слова, в которой заключено общее лексическое значение всех родственных слов. Мир, мирный, мирить. Что надо сделать, чтобы правильно найти корень слова? Чтобы найти корень слова, нужно подобрать однокоренные родственные слова. Какие слова являются однокоренными? Однокоренными родственными словами являются только те слова, которые имеют один и тот же корень с общим значением. Например, сад, садовый, садовник, посадить, садовод, рассада. Корень слова – главная, значимая часть. Родственные связи дарят корню власть. Выясни умело линию родства, однокоренные смело подбери слова. Секрет родственных слов. Слова, имеющие одинаковые или похожие корни, не обязательно однокоренные. Между ними еще должна быть связь по смыслу. Игра четвертая лишняя. Горка, сгорел, пригорок, горняк. Кость, коснуться, костный, косточка. Подорожник, подорожать, бездорожье, дороженька. Носить, носовой, носик, нос. Лесник, лес, лестница, безлесый. Прочитайте слова. В каждом ряду найдите лишнее слово. Следующее задание. Подберите однокоренные слова к словам береза, море, лимон, школа, лес. Однокоренные слова будут выступать в роли прилагательного. Корень – главная часть. А при помощи чего мы можем образовать однокоренные слова? У корня в недругах, представь-ка, есть дама гордая, приставка, а злит она его одним, стоит лишь только перед ним. Приставка – значимая, изменяемая часть слова, служит для образования новых слов. Составьте слова при помощи приставок. Запишите их в тетрадь. Подход, поход, заход, выход, вход, переход. За корнем суффикс обогрел местечко, не словом угодил, а лишь словечком. Река большая превратится
в речку, лес в лесника, а печь всего лишь в печку. Суффикс – изменяемая часть слова, которая стоит за корнем и служит для образования новых слов. Тигр – тигренок, дом – домик, лиса – лисенок, кот – котик. Превратите предметы для гнома в маленькие, а для великана в большие с помощью суффиксов волшебников. Рука, нога, стол, нос, дом. Проверьте себя. Ручка, ножка, домик, столик, ручища, ножища, столище, носище, домина. Та часть слова, что изменяется, окончанием называется. Остальную же часть слова именуем мы основой. Найдите ошибку в схеме слова. Правильно, ошибка в схеме 2. Основа – это часть слова без окончания. Окончание – изменяемая часть слова. Оно изменяет форму слова, но не его лексическое значение. Зима, зимы, зиму, зимой, зиме. Береза, березу, березой, о березе, березам, березами. Трава, травы, травой, о траве, травами. Окончание служит для связи слов в предложении. Без него из слов невозможно составить предложение. Посмотрите внимательно. На трава лежат крупной росой. Скажите, это предложение? Нет. Почему? Потому что эти слова не связаны между собой по смыслу. Что надо сделать, чтобы слова стали в предложении связанными друг с другом? Конечно, изменить слова, вернее, изменить форму слова, чтобы слова в предложении были связаны друг с другом по смыслу. Запишите предложение правильно и выделите ту часть, которую вы изменили. Разберите слова по составу. С чего мы начнем разбирать слово? Конечно, с окончания. Выделяем основу слова. Следующий наш шаг – выделяем корень, подбирая однокоренные слова. После корня обозначаем суффикс и приставку. Молодцы! Помните, при разборе слова окончание и основу первым делом находи. После корня будет суффикс, а приставка впереди. Перед вами схемы разбора слова. Распределите слова по столбикам в соответствии с составом слова. Выход, заморский, прием, кустик, прибрежный, разбег, мелок, старик, подъемный. Проверьте себя. Молодцы! Вы очень хорошо справились с работой. Ребята, мы уже можем расшифровать письмо. Мы знаем, в каком порядке стоят морфемы в слове. Вот что получилось.
Беда! На страну обрушился сильный ураган. Морфемы разбросала по всей стране. Помогите им напомнить свои роли и занять места в составе слова. На следующем уроке мы продолжим поиск и знакомство с пропавшими морфемами. А пока давайте расскажем составу слова, что вспомнили о морфемах или частях слова. Что вы знаете о родственных словах? Родственные слова имеют одинаковое лексическое значение и общую часть, которая называется корнем. Какая часть слова бывает во всех родственных словах? Это корень. Что называется корнем? Ответьте самостоятельно. Что называется окончанием? Это изменяемая формообразующая часть слова. Что называется приставкой? Приставка – это изменяемая значимая часть слова, которая стоит перед корнем. Что называется суффиксом? Суффикс – это изменяющая часть слова, которая стоит за корнем. Корень, суффикс, приставка и окончание – это значимые части слова. Благодарю вас за работу. Оцените уровень своей успешности. До скорых встреч! Берегите себя и своих близких.